Мой братик Асан уулу Кутман 2004-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда Москва шаарында аябай чоң вид мошенничество кабыл алынып, азыр уже ИВС 7де жаткан учуру. Мен чыгып атканымдын себеби аудиторияма биз азыр жолун билбей атабыз. Даже бизге көп адвокаттар биздин ишибизди алып баргандан да коркуп жатат. Посольстводон эч бир жардамы жок болуп атат. Биз уже аякта ночуем канчалык деген заявлениялар уже бизге жазылган, ал жака карабай дагы жатышат. Чтобы хотя бы билген адамдар болсо, каяка обращение кылыш керек, каяка эмне кылыш керек, бизде связибизде жок. Бул жактагы министерстводон, судтан каяка барышыбыз керекенин да билбегендиктен мен азыр өзүмдүн аудиторияма чыгып атам. Ситуация мындай болгон. 1 ай мурун менин братишкама, менин двоюродной братишкам болот, аталаш братишкам, бирок биз кичинекей жерде чогуу өскөнбүз. Өзүнүн мамасы жок, бизди чоң энем баккан, чоң энем азыр 90го чыгып калган учуру. 1 ай мурун алга госуслугадан бирөө чалып, сенин регистрацияң, страховкаң, менин угушум боюнча регистрацияң госуслуга закрепленный болбой калган, закрепить этиш керек деген дагы айткан. Сенде 2 вариант бар: Сахарага барып келесиң же Москвада бир жерде офисте келип регистрация кыласың деген. Анан ал, конечно же, выбрал регистрацию именно Мемеде, Москвада. Анан ему сказали подойти прям срочно, так как он находился на работе, он не смог подойти срочно. Ему сказали: мы можем сделать удаленно, продиктуй нам номер. И менин братишкам продиктовал. После того, как он продиктовал этот номер, он сразу понял и отключил телефон. Как только он сразу понял, что он неправильно сделал, он отключил телефон, и через 5 минут ему пришло сообщение: через ваши госуслуги вошли через другой телефон. Если это не вы, тогда позвоните по этому номеру дегендагы. Ал сообщениянын болсо мошенниктер өздөрү жөнөткөн болгон да. Ал ошол номерге чалып, справочниктен экен деп баарын айтып бергенде, тигилер айткан: я ГКНБшник, я сотрудник госуслуги, приезжай завтра по такому-то адресу, пиши заявление, и мы тебе подскажем, что дальше делать. Он поехал на следующий день по этому адресу, и там был человек, как по мне рассказывают, он был человек в форме, как КНБшник. Там были и другие участники. Он представил их, что это будет твоим юристом, это будет твоим адвокатом деген жана ГКНБшник. На самом деле это никакой ГКНБшник болгон эмес экен, это все мошенники были. Представляете, мошенники вживую көрүшүп, өздөрү ГКНБшник милиция кылып. И менин братишкама айткан: есть 2 вида. На тебя могут крупные суммы кредит оформить, либо через тебя будут отмывать денег, то есть отправлять через тебя в другие страны денег дегенде. Анан мен не кылышым керек дегенде: ты нам помоги поймать этих мошенников, мы тебе поможем дегенде. Сен данныйларыңды текшеришибиз керек, азыркы учурда эмне болуп аткан дегенде, братишкам: как я могу помочь дегенде айткан: бир бабушкадан акчаны алып, барып банкка барып өзүңдүн атыңан саласың дегенде, он эти деньги, оказывается, отправлял в Украину через криптовалюту. Я не знаю, каким образом он не мог догадаться, что криптовалюта запрещена. Ошол акчаны кетиргенде мы будем через эти деньги следить по твоим данным, сейчас какие действия, какие операции происходят дегенде. Он взял у бабушки сумму денег, это крупная сумма денег, взял у бабушки, поехал в Москва-Сити в какой-то банк, переводил их в криптовалюты и отправлял, получается, в Украину. Представляете, его сейчас обвиняют терроризмом. И самое главное, это не был один раз. Ему угрожали, когда он уже начал понимать, ему угрожали мной, что меня знают полностью, что эти 4 миллиона, которые кредиты оформленные были, мага будут, мен атыма жазылып калат, папасынын атына, у него папа тут инвалид. Анан кийин это продолжалось несколько раз, не один раз, 4-5 жолу болгон нерсе. То ли мой братик начал понимать, что это мошенники, то ли моему братику уже сильно угрожали, я не знаю, уже в последнее время он начал отказываться, что которую бербейм деп атканда, ему дали 110 тысяч наличными и сказали: вот последние деньги переведешь, и все, типа на этом все, депчи. И братик мой взял эти 110 тысяч наличными, положил в карман, приехал домой. Под утро он должен был отправить эти деньги, но под утро уже пришли уже настоящие, не мошеннички, настоящие полицейские. Жандада кичинекей братигим бар болчу, ему только 18 исполнилось, другой братик мой. Экөөнү наручник салып, уже гражданский формада кирип келип, экөөнү алып кеткен. Кайсыл ровдга, кайсыл жака, никому не было неизвестен. Анан, когда барганда эле, и когда их уже увезли, машина кетип атканда эле, алып барганда эле, по словам младшего братика, Кутман все признал. Он рассказал, что да, забирал у бабушек, у дедушек деньги, отправлял в какой-то банк. Он не знал, куда отправлял на самом деле. Оказывается, он отправлял все это в Украину, и сейчас его обвиняют в финансировании терроризма.
это никак не спасти. Или вот ни один адвокат не брался за это. Благо вчера мы с одной пообщались, она взяла дело, мы заключили договор Башинале, вот чтобы начать дело, они взяли 300 тысяч миллиардов улюбкецы, нам нужно знать, что было, что, как сейчас из-за того, что в России красный день. Мы не знаем, его суд состоялся или нет, но узнали, где. Он сейчас находится в следственном изоляторе номер 7, ИВС 7, по адресу Верхний Поля, 57, строение 12. Это нам узнала адвокат, который сейчас мы заключили договор, и она начала из-за того, что красный день, мы ничего не сможем делать. Она говорит, что суд уже был, представляете, ему не дали даже на один звонок, чтобы он хотя бы кому-то из нас позвонил, сообщил. Мы не знаем реальную правду, честно. Но все, к кому мы обращаемся, говорят, что вряд ли его отпустят, потому что сейчас считается это терроризмом. Младшенького отпустили, он пришел домой, все нам рассказывал. И есть голосовые сообщения со своей девушкой, что ему угрожают, что он хочет убиться. Вот это все у меня сейчас есть. Из-за того сейчас, что говорят там, это уже безысходно, уже его все равно посадят. Я сейчас обращаюсь к вам. Может, у кого-то есть знакомые от министерства отсюда, что мы можем обратиться. Что можно в таких случаях делать, кроме адвоката? Вот адвокат Эрдели, мы обратились по стипендию адвоката, вот никто не брался за это дело, сказали, очень трудное дело, вот меньше 20 лет не дают делать это без гечи. Куда можно обращаться? Что можно сделать? Мы еще попали на красный день, там мы сюда попали на субботу, воскресенье. Мы сейчас тупо от того, что ждать есть таких халбайтаус. Понедельник. Кайка барам не главное.